Студенты Института естественных наук выбрали интересный способ встретить День всех влюбленных. 14 февраля они собрались на Петрозаводской, чтобы посмотреть трехчасовой индийский фильм. Картиной «Джодха и Акбар» открылся очередной киноклуб в университете. История любви одного из самых знаменитых императоров Индии и прекрасной принцессы как нельзя лучше подошла замыслу организаторов. Нам пришла идея открыть киноклуб, который был бы посвящен именно вопросам нравственного, духовного воспитания, культурного просвещения студентов. Это не единственный действующий киноклуб в нашем вузе. В Институте гуманитарных наук смотрят фильмы стран постсоветского пространства. Там же еще совсем недавно собирались на пятую пару посмотреть хорошие киноленты журналисты. Преимущество этого клуба – обсуждение фильма после просмотра. До того, как назывался «Пятая пара», другие названия, а то вообще без названия существовал. Он появился потому, что мне и Петру Александровичу Воробьеву, тогда преподавателю латыни, захотелось знакомить студентов с кино, которого они совершенно тогда не знали. Он закрылся хотя бы потому, что у студентов появился в расписании курс истории мирового кино. Тенденция к закрытию коснулась и других киноклубов. Институт, что должен славиться своим приобщением к искусству, отказался от просмотра кино после 4 встреч. Ходили только мы, те, кто организаторы. Наверное, все любят либо ходить в кинотеатр на нормальном экране с нормальным звуком, или дома сидеть. Неужели дело только в зрителях, а вернее в их отсутствии? Киноклуб юношеской библиотеки начинал с 1-3 человек, а сейчас собирает гораздо больше, причем тех же самых студентов. Дело в том, какое кино показывается в этих киноклубах, потому что когда я учился в свое время в Лесном институте, у нас тоже был киноклуб, и там показывали фильмы, которые, наверное, очень сложные для восприятия, именно вот такие, знаете, философские, глубокие. Я не говорю, что это плохие картины, но люди на них ходили очень мало и очень редко. Может быть, в силу того, что у нас кино более популярное показывается, поэтому молодежь сюда ходит больше и чаще. Так стоит ли тогда вообще приобщать студентов к мировому искусству кинематографа, искать аудитории, зазывать людей, договариваться с директоратом? Стоит ли игра свеч? Тем более у студентов есть альтернатива. Кинотеатр «Октябрь» уже 5 лет каждую среду собирает любителей артхауса. У нас такой принцип. Мы стараемся рассказать какую-то предысторию о режиссере, о фильме, о каких-то особенностях. Стараемся обратить внимание на какие-то специфические моменты. Мы избалованы блокбастерами и новостными лентами. И мы во многом сюжеты воспринимаем просто линейно, просто как некий набор фактов и событий. А в искусстве все-таки важно видеть за этим образы. Показывать фильмы не так-то просто. Защита авторских прав значительно ограничивает репертуар. Правда, вспоминают об этом не все. На такую проблему нам указали только в одном из киноклубов. Если мы говорим о том, что сейчас идет в кинотеатрах, соответственно, у вас нет шансов показать такие фильмы, потому что для этого требуется соответствующее разрешение от правообладателя и прочее. А фильмы, которые находятся в свободном доступе, так называемый свободный контент, или те, которые уже стали общественным достоянием, то есть если после смерти автора прошло 70 лет, то проблем с использованием таких фильмов не будет. Также существует такой вариант, если вы уже договоритесь с правообладателем, что будете использовать его фильмы в своих каких-то целях. Как нам стало известно, сейчас разрабатывается положение киноклуба университета. Там будут показывать работы молодых режиссеров. Мария Лемешко, Ксения Евдасюк, студенческое телевидение Сыктывкарского университета.